Честно скажу, это все так спонтанно случилось, но были и конфликты, конечно. Вот лично у меня как бы нормальные взаимоотношения с мужчинами, коллегами. Мы друг с другом советовались, а можно это сказать, а это говорят вообще в парламенте или нет. Добрый день, Евгения Григорьевна. Очень рада вас видеть. Благодарим за возможность взять у вас интервью. И первый вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, как живется женщинам в большой политике? Я так думаю, по-разному, каждой женщине по-своему. Мне по-разному. Иногда чувствуешь себя комфортно, иногда нет. В зависимости от ситуации. Очень тяжело, когда какое-то пристальное, раз нездоровое внимание, да, к каждому твоему действию, поведению, там, встречам или еще что-то, вплоть до внешнего вида. Издержки, наверное, политической жизни, или как можно сказать. А как в Джугурку-Кенеше к женщинам-депутатам относятся ваши коллеги-мужчины? Недопонимания бывают, конечно же, но это и в любой, не только в политике бывают недопонимания. Все-таки мужчина и женщина по восприятию мира все равно они немного разные. Но в принципе, лично у меня как бы нормальные взаимоотношения с мужчинами, коллегами сложились. Были и конфликты, конечно, но это касалось непосредственно работы. А так, чтобы какого-то притеснения или еще что-то я не испытывала. Я говорю лично о себе, ничего такого не было. По крайней мере, так сложилось в нашем парламенте, в нашем коллективе 6-го созыва. Я всегда считала, что работа депутата – это мужская работа, поскольку там ненормированный рабочий график, постоянные командировки, большое количество писем, обращений. У вас не было страхов, когда вы узнали о том, что вы стали депутатом, да? То есть опасений никаких это не вызвало? Честно скажу, это все так спонтанно случилось. Я до этого была в списках много раз, и когда сказали подавать документы, подала документы, я ни на что не рассчитывала. Я в образовании, в то время директором центра образования работала. Многие этому не верят, но как раз таки в 2015 году, кто на каком месте, узнали мы именно на съезде. У меня не было даже времени на обдумывание, хочу я, не хочу. Я могла, конечно, отказаться. В то время всегда перед чем-то новым у меня какой-то страх, какие-то сомнения. Тогда у меня тоже были. Я просто переживала, думала, как я справлюсь, как, что. Волнения были. И даже когда я уже стала депутатом, первые 2 месяца болезненно очень прошли, пока я привыкала к своим функциональным обязанностям, что я должна была делать, там, что можно, что нельзя, сомневаешься, вплоть до того, что все, кто первый раз пришли, мы друг с другом советовались, а можно это сказать, а это говорят вообще в парламенте или нет. А потом со временем где-то, наверное, с полгода прошло, уже все привыкли, уже знали, что можно сказать, что нельзя говорить, что стоит, что не стоит. На ваш взгляд, потолок для женщины-парламентария – это работа только с социальной сферой? У нас в Джугурку-Кенеше нет притеснения. Женщина-депутат может сама выбрать, в каком комитете она хочет работать. У нас есть представители в комитете по международной работе и обороне, по правопорядку. Буквально во всех комитетах представлены женщины. Но сейчас я даже не могу сказать, что больше всего женщин представлено в социальном комитете. Хотя социальный комитет, он самый сложный, потому что объем работы огромный, тем более, что у нас объединены и образование, и все это, и здравоохранение, да, все это в одном комитете. Очень сложное, а финансирование слабое. И большинство не идут туда не из-за того, что они видят, что это потолок, а из-за того, что просто самый проблематичный комитет, и который по времени всегда дольше всех длится, это социальный комитет.
Мне было всегда интересно, как между собой общаются депутаты из разных фракций. Знаете, когда мы пришли, вот первый там месяц, наверное, мне тоже было интересно. Мне казалось, что мы, наверное, будем только общаться внутри фракции, внутри партии. Но мы быстро сдружились. Тут же организовали женский форум, на котором мы объединяли женщин отдельно и решали вопросы, те, которые именно мы, женщины, хотели продвигать. Поднимали, решали гендерные вопросы, насилие в семье, против насилия в семье, закон, потом много законов, связанных как с женщинами, с детьми, по здравоохранению. Но эта инициатива шла именно от женского форума. А в женский форум входили женщины-депутаты изо всех фракций. А законопроект, который был принят вашим созывом и является предметом вашей гордости? Закон о насилии в семье, потому что очень важно, конечно, трудно, может быть, реализуемый, он проходил очень тяжело, данный вопрос, потом по НИКе. Вот сейчас закон, к сожалению, он пока только в первом чтении прошел по здоровому питанию. Потом нам удалось, кстати, тоже благодаря женскому форуму, продвинуть проведение скринингов. Теперь, неонатальных скринингов, что снижает потом нагрузку впоследствии и на бюджет даже государства, потому что если определенные скрининги делаются во время беременности или в первый год жизни ребенка, то если выявляются определенные заболевания, то потом они в течение года излечиваются, и ребенок не становится инвалидом. Мы знаем, что у нас очень много неинфекционных заболеваний, которые, к сожалению, идут из детства даже. И часто виной тому бывает неправильное питание, и поэтому в нашем законопроекте мы вносим изменения в законопроект о рекламе и о детском питании. И все-таки, стоит ли женщинам идти в политику? К сожалению, сейчас сам по себе функционал парламента у нас в стране настолько минимизирован и сокращен, сведен до каких-то нотариальных таких действий. Но все равно, я думаю, женщина должна идти в политику, потому что, как я уже выше говорила, что все равно женщина и мужчина смотрят на многие вещи по-разному, и мир, он не только мужской. По крайней мере, мы должны все сделать, чтобы он был не только мужским, но и женским. И поэтому взгляд женщины, как политика, со стороны на все, что происходит, это очень важно. И я думаю, что вот эти законы, о которых я говорила, там еще ряд законов, просто сразу так вот быстро и не вспомнишь, что если бы не было женщин, не было женской инициативы, они бы просто не состоялись, эти законы. Так что пусть женщины идут обязательно, но пусть обязательно будут солидарными между собой, меньше какой-то зависти друг к другу, и в конечном итоге у нас поменяется и опять вернется к тому, что парламент будет значить гораздо больше, чем он будет значить, чем он значит сейчас. И тогда возможности, что у политиков женщин, что у политиков мужчин, будет больше. А мы повзрослеем, я имею в виду, вся страна повзрослеет, и те проблемы, которые сейчас выдвигают и говорят, что там они не состоящиеся парламентской республики, они отпадут сами собой. Как говорится, Москва не сразу строилась, но и Кыргызстан тоже не сразу строится. Спасибо большое. Все.